Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ту помощь, которую вы оказываете моему каналу. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Нежданно и негаданно, что в жизнь вашу ворвется. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что же это будет, либо кто это будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Но таки ворвется. Ребят, отсыпка у меня общая, но раз вы на нее попали, значит здесь для вас очень полезная информация. Не у всех и не все отыграется, но тем не менее, сюда вас ангелы привели. Ангелы, по-другому не скажешь. Видите, вот эти две фигурки, и посрединке вы, как маленький человечек, да? как ребенок, они вас защищают. Здесь не один ангел, здесь ангел-хранитель и душа близкого человека, который вас любит, и на том свете любит, и всегда рядом с вами, и приглядывает за вами, и помогает, когда может. Видите, сразу два хранителя. А вы вот посрединочке стоите, да, а они вас защищают, а они вам помогают. Так, ну давайте пойдем по порядку. Что же нежданно и негаданно ворвется в вашу жизнь? Предложение. Здесь четко показано предложение. Предложение связано персонально с вами и в какой-то степени с вашим будущим, да, с вашей дальнейшей жизнью. Здесь образ человека красивого, человека привлекательного, человека хорошо воспитанного. Этот человек в руках, смотрите, держит закрытый зонтик, как бы предлагая: хочешь ли, чтобы я открыл, либо открыла этот зонтик над твоей головой? Смотрите, вы все разные. У кого-то это идет предложение познакомиться, общаться, дружить, встречаться, сотрудничать, может быть, даже какие-то услуги оказывать. У каждого отыграется по-своему. Но для всех есть единый факт. Вы совершенно не ждете это предложение. Вы будете к нему не готовы. Вот не готовы. Нравится вам мужчина, да, симпатичный. Он раз к вам подходит и говорит: пошли на свидание. И вы такая: а я не готова. Да, я растерялась. Смотрите, вы пришли на эту отсыпку, вас ангелы привели для того, чтобы я вам открыла это будущее. Чтобы вы смогли именно сейчас себя настроить на вот такие вот резкие, необычные предложения. Потренируйтесь, заготовьте несколько ответов на разные случаи жизни, и пусть они будут в вашей копилочке. В нужный момент у вас должна быть правильная реакция. Реакция одобрения, реакция согласия, а не вот этот стопор, когда вы стоите, глазами блымкаете и сказать ничего не можете. Так вести себя нельзя. Этот человек не поймет такого вашего поведения, либо поймет и истолкует совершенно другим толком. То есть такую вашу реакцию человек воспримет как грубый отказ, как знаете, брезгуете вы этим человеком. Так и подумает, что она даже не хочет со мной говорить. Я вот тут предлагаю, да, а она просто смотрит каким-то странным взглядом, да, и молчит. Значит, я ей не интересен, я ей не симпатичен. В принципе, да, она не доверяет мне как специалисту, либо будущему работодателю. Поэтому потренируйтесь. Вот вам такое домашнее задание. Перед зеркалом потренируйтесь. Ну, например, мужчина предлагает
знакомство. Мужчина предлагает свидание. Мужчина замуж зовет. Мужчина предлагает помощь, либо женщина предлагает помощь. Работу вам предлагает. Да? Потренируйтесь, что вы сразу будете отвечать. Желательно отвечать с улыбкой. Такая тоже вам маленькая подсказочка. Идет прям крутое предложение. Я даже не побоюсь сказать, судьбоносное. Затронет ваше будущее, всю вашу дальнейшую жизнь. Нежданно-негаданно получите. И да, в какое-то время еще, знаете, не урочное, непривычное, потому что зонтик смотрит влево. Но вот прям врасплох вас застанет. Но вы предупреждены, поэтому имеете возможность подготовиться, подобрать пару десятков правильных ответов и не теряться. Не теряйтесь. Так, дальше. Здесь у меня на коне человечек. Очень, кстати, интересный человечек. Этого человечка вы точно знаете. И у большинства из вас отыграется, что с человеком вы давным-давно не виделись. Прям давным-давно, может быть, даже несколько лет. Здесь произойдет для вас случайная встреча, а для этого человека спланированная, запланированная, спланированная и достигнутая встреча. Здесь явно человек готовился, может быть, сейчас даже как-то за вами там подслеживает, наблюдает, да, либо готовится к появлению, к красивому, триумфальному появлению перед вами. Для этого человека это очень важно. Не ударить в грязь лицом. Появиться, знаете, как такая царственная особа. Ты смотри, какой я красивый, да, либо ты смотри, какая я красивая. Я вот в красивом платье, да, либо в красивом костюме, на дорогой машине, вкусно пахну. Ну, красота, шик, блеск, красота. Человеку как важно вам что-то показать, либо доказать. Может быть, даже какая-то неудавшаяся love story у вас была с этим человеком. Ну, типа, смотри, кого ты потеряла, да, либо смотри, какую богиню ты упустил. Ну, у человека не получится произвести на вас должного впечатления, но да, вас тоже это застанет врасплох, вы будете просто не готовы к этой встрече. Он-то, либо она подготовились, а вы нет. При параде, но фокус не пройдет. Не могу сказать, в чем интерес этого человека, но вот вижу основную мысль — это вам что-то доказать, да, что вот я красивый, либо я красивая, я успешная. Ну а что дальше? Дальше какая-то пустота, грусть и полный провал. Извините, но идет именно так. Так, с левой стороны, смотрите, какая у вас огромная птица. Хотела бы взметнуть вверх, но какой-то человек не пускает. Задержки в делах, задержки в каких-то, может быть, важных вопросах, решениях, достижениях, может быть, даже каких-то новых возможностях. Какой-то человек не дает ходу, да, приостанавливает весь этот процесс. Это грустно, это обидно, но вот такие реалии жизни. Что хочет этот человек? Я не могу сказать, вы все слишком разные. Вот если индивидуально, это видно. На общий не видно. Он просто рукой закрыл птице дорогу. Все, что я вижу, знаете, как шлагбаум поставил своей рукой. Но сразу хочу вас предупредить, эта ситуация временная. Может быть остановка, задержка на несколько часов, а может быть несколько дней, но максимум несколько недель. Причина вот мысли и действия этого человека. Может быть какой-то там чиновник, может быть начальник, может быть какое-то ответственное лицо. Человек просто задерживает, все это задерживает. Но это не конец, это просто задержка, чтобы вы были к этому готовы. Что нужно предпринять? Ну, смотрите по ситуации. Возможно, человек ждет подарка, возможно, человек чего-то другого ждет, а может быть, в принципе, какой-то самодура, ну, кто же его знает. Смотрите сами по обстоятельствам и знайте, что это не разворот, это просто маленькая задержка. Рано или поздно человек уберет руку, и ваша птица, ваше дело, ваша ситуация взметнет в небо. Вот такой вот красивой, большой, гордой птицей. Задержка. Так, дальше.
Нежданно-негаданно вам придется взять на себя какие-то обязательства. Обязательства, о которых вы сейчас не думаете, к которым, может быть, вы не готовы. В принципе, это не рассматриваете. Может быть, придется подменять коллегу на работе. Может быть, придется кому-то с чем-то, в чем-то помогать. Возможно, даже ситуация совмещения каких-то нескольких видов деятельности. Может быть, кому-то поехать, куда-то приехать. Что-то прям ложится на ваши плечи, и это будет тяжело. Вы даже можете устать. Так, в следующем моменте мне показывают человека, который очень-очень долго скрывал от вас свое истинное отношение к вам. Отношение по левой стороне, оно негативное. Негативное, недолюбливал, не воспринимал всерьез, считал вас, не знаю, соперницей, соперником, да, может быть, даже вел какую-то тайную подрывную деятельность в вашу сторону. Здесь все обнаружится, здесь все раскроется, причем раскроется очень некрасиво. Человек на вас либо нажалуется, либо в чем-то вас обвинит. Когда вы начнете разбираться, все, как говорится, стрелочки укажут на этого человека. У вас будет только один вопрос. Почему? А я вам скажу почему. Я вам скажу. Потому что завидует вам. Лютой завистью завидует вам этот человек. Человек слабый. Слабый. И, знаете, если так напрямую сказать, да, вот какой-то неудачник, неудачница, неудачник, человек, который за себя не борется, человек, который плывет по течению, человек ленится поднять свою пятую точку для того, чтобы что-то сделать, заработать, куда-то сходить, с кем-то договориться, но при этом с жадностью, завистью смотрит на успехи других. Вы удивитесь, вы скажете, чему же он завидует, либо она. Ведь у меня столько проблем, и жизнь у меня непростая, нелегкая, не шикарная. Поверьте, такие вот упырихи, они найдут чему позавидовать, найдут. И вместо того, чтобы взять вас за пример, за идеал, к которому нужно стремиться, человек решил вас утопить, притопить, утопить, да, выпачкать в грязь. Здесь какая-то жалоба, либо какое-то обвинение в вашу сторону. Вы не бойтесь, ничего дурного не будет. Просто этим действием, этим поступком человек себя с головой выдаст. Вот всю свою эту грязную, вонючую подноготню так и выдаст. Вот. И скорее всего, ну, у многих, по крайней мере, так отыграется, что вот это его либо ее действие развернется против же автора, да, против автора. Ну, неприятно, ну что ж, бывает. По крайней мере, будете знать своего недоброжелателя в лицо. Так, еще нежданно и негаданно прилетит очень экзотичная птичка. По девятке прилетит птичка. Но обычно птичками такими у меня отыгрываются иностранцы. Иностранцы вот такие прям настоящие, да, с другой культуры, другой национальности, другой расы. Здесь по девятке, скорее всего, знакомство у вас будет на просторах интернета, либо, может быть, и личное знакомство, но поддерживаться оно будет через интернет, при помощи интернета. Интересный человек, вами будет очень заинтересован, но интерес, знаете, малореализуемый. Ну вот в плане, да, вы женщина, а он мужчина. Вы очень понравились, но человек так головой подумал, он говорит, боже, я живу на другом континенте, ну что из этого выйдет? А вот дружить, общаться, да, мы можем. Это забавно, это развивает, да, узнать другую культуру, узнать другие привычки. В общем, такое интересное у вас общение с целью изучения, обучения новых знаний, потому что через девяточку идет. Полезное, да, это полезное знакомство, это полезная связь, это полезное общение. Иностранец, может быть, как-то еще необычно будете общаться там через переводчики, либо на каких-то ломаных на ломаном английском, может быть. Ну, кто на что сподобится, это будет правильно, это интересно, и ничего плохого в этом знакомстве нет, и ничего плохого в этом общении тоже нет. Так, еще. Здесь у меня женщина неожиданно для себя нащупает какую-то
как, знаете, сильную сторону. Чего-то вы про себя не знаете. Вот прям совсем не знаете и даже не догадываетесь. Может быть, это произойдет эмпирическим путем, а может быть, вам кто-то об этом скажет. А вы задумаетесь, так и скажете: ну-ка попробую. Попробуйте, у вас получится. Чем-то вы таким обладаете, что-то вы такое знаете, умеете, что прячете внутри себя и во что даже сами не верите. Ну вот, прорвется. А вы, кстати, этому очень обрадуетесь. Какое-то новое качество, новый талант, новую способность себе точно откроете. Будете с собой довольны, очень-очень довольны. И горды, кстати, да, будете еще и горды. Так, в следующем моменте здесь показывают мужчину с деньгами. Мужчина с деньгами с левой стороны. Может быть, это ваш мужчина, либо родственник мужчина. Что-то вы прям не ждете, что он заработает денег, либо что деньги у него будут. А вы знаете, заработает. Где-то, может, раздобудет. С деньгами он идет. Веселый такой, с деньгами. Деньги, кстати, вам несет. В качестве подношения, либо в качестве, может быть, даже подарка. Да? Вот мужчина с деньгами, ждите. Прям придет такой веселенький, у кого-то даже отыграется немножко под шофе, но он с деньгами и идет прям на вас, в вашу сторону. Вам несет, 100% вам несет. Не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы отдать. Дать, отдать, передать, может быть, даже. Веселый человечек. Совсем неожиданно кто-то из вас получит сообщение, СМС-сообщение, может быть, электронное письмо. Какая-то важная информация там будет написана. Важная. У вас прям аж настроение поднимется, когда вы прочитаете. Откроете, прочитаете. Прям приятненько. Очень даже приятненько. Так, еще. Человек, которого вы недолюбливаете. Не любите, недолюбливаете, не воспринимаете. У этого человека, ну вот что-то рухнет, либо сам рухнет, может быть, в прямом смысле слова. Он будет идти, подскользнется, упадет. Какая-то прям смешная, забавная история. Смешная и очень забавная. Знаете, вот прям до боли в животе вы посмеетесь и до слез. Слез радости, слез, ну, действительно, этого безудержного смеха. Кто-то вам будет очень красочно об этом рассказывать и прям от души. У вас такое прекрасное настроение будет на несколько дней, возможно. Нежданно и негаданно. Кому-то отдых выпадет нежданно и негаданно. Знаете, как день, либо пару дней. Может быть, отменится какая-то работа, может быть, по какой-то другой причине. Вы сможете отдохнуть, ну вот как есть отдохнуть, выспаться, позаниматься собой, не знаю, поваляться на диване, там, с телефоном, либо какой-то сериальчик посмотреть. Просто чудесный день, либо чудесные несколько дней в радость, вот прям в радость, в негу, и действительно прям релакс идет. Очень хорошо отдохнете, пусть и дома, но по крайней мере, когда суета из головы вылетит, метушня, суета, вот это все вылетит. Мысли очистятся, стресс с вас уйдет. Хорошее время. Отдыхайте по максимуму. Работа подождет. Да? Работа, обязанности, это все подождет. Главное отдохнуть, главное привести себя в порядок. Так, еще нежданно, негаданно. Какой-то разговор у вас состоится. Разговор очень такой, знаете, задушевный. Да? Такие разговоры называют задушевными. Не вы говорите, но вам говорят. То есть какой-то человек как прорвет. Этот человек начнет вовсю делиться с вами своими тайнами, своими секретами, своими мыслями, своими планами. Вы просто обалдеете. Обалдеете от того уровня доверия и от того, что человек так вас высоко ценит, что готов вам просто вот душу нараспашку раскрыть. Причем, вы знаете, этот человек может быть вашей коллегой,
может даже быть просто знакомой, соседкой в конце концов. Вас это очень удивит. Не могу сказать, что порадует, но удивит так удивит. Так, нежданно-негаданно найдется какая-то вещь. Вещь, которую вы считали навсегда утерянной, может быть даже украденной. Эта вещь найдется. Причем найдется в самом неожиданном месте. А у кого-то отыграется, что она прямо вам на голову свалится. Полезете в какой-нибудь там далекий шкафчик, а она возьмет да свалится. Вы как обрадуетесь. Ой, как вы обрадуетесь. Ну, нужная вещь, либо любимая вещь. Вы как-то прям очень переживали, когда она пропала. Кстати, загадка так и останется. Кто ее туда положил? Ведь вы точно туда ее не ложили, а кто-то ее туда положил. Так, еще нежданно и негаданно. Здесь женщины собираются. Соберутся женщины, что-то будут обсуждать. Я не могу сказать, что они подруги, либо они коллеги. Может быть, они соседи, либо они как в одну очередь становятся, да, совершенно незнакомы друг другу, но вот они собрались в одном месте и что-то будут обсуждать. Вы знаете, это просто клондайк. Вы с этими женщинами вместе постоите, там 30 минут, час, вы столько много всего нового узнаете, нового, полезного, интересного, нужного. Прям как энциклопедию прочитали, да? Обо всем на свете узнаете. Рады будете очень, что попали в компанию этих женщин. И прям, смотрите, что ни слово, то золото, то клад идет. Как-то удачненько, да, удачненько пообщаетесь. Ну, неожиданно для себя. Да. Так, еще у вас тут дракончик маленький нарисовался. Да, он маленький, но он есть. И этот дракончик говорит о каких-то промежуточных результатах, которые вы неожиданно получите. Результаты, может быть, в вашей работе, в вашем бизнесе, в ваших начинаниях. Этот маленький дракончик – это стимул. Крутой стимул не бросать, но продолжать. Не переживайте, что он маленький. Он вырастет. Он обязательно вырастет. Запомните мои слова. Да? Это вам как знак судьбы, да? Что ты все делаешь правильно. Продолжай, не сдавайся, успех не за горами. Так идет. Ну, по дракончику это может быть признание, комплименты, это могут быть деньги, денежные поощрения. Что такое вы небольшое, маленькое, скромненькое получите. Да, такой вот знак вам будет послан. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.